И вот здесь как раз можно вернуться к тому, из какой логики исходит Китай. Он в первую очередь исходит из своей внутренней логики, то есть из своей логики внутреннего развития. Для него это первично. И это к вопросу о том, что можем ли, допустим, мы там стать там новым Синьцзяном там, и так далее. У Китая нет желания, скажем так, ассимилировать. Одна из главных черт, которая отличает китайский мир, что он очень замкнут на себе. Что для них важно? Для них важно обеспечивать свой внутренний рост и стабильность. Стабильность в первую очередь, но в условиях Китая это означает и рост. Для этого нужны ресурсы. Китай сейчас живет по законам капитализма, капиталистической экономики. И, соответственно, вот что мы видим. Мы видим проникновение в другие регионы. И речь идет не о противостоянии Соединенным Штатам и не о расширении своей сферы влияния, а на защите своих инвестиций. Но это может, конечно, быть и в минимальной степени в виде там защиты каких-то объектов, а может расширяться на, допустим, поддержание стабильности режимов. Вот так. Но в данный момент я не вижу, что в Центральной Азии режимы нестабильны. То есть просто я к тому, что вот это вот влияние Китая, в его основе лежит скорее не противостояние с США, а в его основе лежит скорее обычный шкурный интерес, защиты своих интересов. Поэтому для нас, учитывая, что основа силы Китая и лежит в его идее, идеологии, необходимо тоже понимать, задумываться над этим, над тем, что является нашей, скажем так, можно так громко выразиться, национальной идеей.